вопрос, с какого года УПИТа работает? Что? УПИТа с какого года у нас? УПИ или УРФУ? С 22-го, наверное. С 22-го, да? Вот, поэтому пишут, самое прогрессивное высшее учебное заведение Уральского региона, ну да, по-русски напишите. Самое прогрессивное высшее учебное заведение Уральского региона, Уральский федеральный университет, работает с 1922 года. Нет, работает, напишем, работает с весны 1922 года. Уральского федерального округа? Да? Уральского региона. Самое прогрессивное высшее учебное заведение Уральского региона. 22 года. Тут есть несколько вариантов, как это все расположить, вот как вы попробуете. В качестве гимнастики дома. Ну, вы писали, да? Мы все время крутимся в очень ограниченной лексике с вами, да? Просто лексика — это понятие наживное, да? Вам нужно у себя для активного использования, да, какой-то минимум грамматических конструкций накопить и их активно использовать. А лексика — это дело наживное. Это на каждый день там сидеть со словарем, там, то слово, это слово посмотреть так для интереса, то есть чтобы лексику нарабатывать. Это такое дело техники. Вот надо смотреть, то есть что здесь самое главное. Фу, это понятно, вот до фу. Да, учебное заведение. Учебное заведение. К нему как бы примыкает, то есть учебное, то есть там. Один А, один Б, да, то есть, потому что это прилагательное. Мы прилагательное пишем перед существительным, да? Значит, так, вот это высшее учебное заведение. Да, высшее учебное заведение. Дальше, да. Что у нас дальше идет? Уральского региона, да? Так. Это у нас что, четвертое получается? Четвертое, это там 4А, да? А третье у нас получается самое прогрессивное, да? Самое прогрессивное. Так, да? То есть мы пишем наоборот. Начинаем с этого. Потом это. Потом вот эта группа пошла. ЖЕР. ЖЕР. Регион. Регион как? Регион Тюбе. Так, вот смотрите. ЖЕР, Тюбек — это два отдельных слова.
Урал и регион. А надо регион Урала, да? То есть надо согласовать. Поэтому что добавляем туда? Пишем туда, где к обозначается и добавляется вот это вот которое превращает эти два слова не а е. Два этих слова превращает в согласованное словосочетание. Жееп, тюбеге. У нас во второго нету, да? Ну, пусть третье, к третьему переходит, да? Ну, сначала что? 3а, потом 3. То есть наоборот. Самое. Биг это вот самая превосходная степень ин. Ин. Нет. Ин это Индия, это китайское что-то. Ин. И, н, и хвост. Хвост. Ин. Прогрессивно. Нет, как это? Прогрессивная как по-казахски? Агрессив. Нет, прогрессив это русская карта. Это, конечно, интернационализм, но в казахском языке слово прогрессивное оно было. Так как театр Камала прошлого века использовал. Таракы. Таракы. Где это? Таракы. Таракы. Теперь, значит, высшее учебное заведение. Начинаем. То есть 1А, потом 1Б. Ливара. Учебное. УКО. Заведение. Юрта. Юрта, да. Юрта. Нет, одна. Жееп туда и таракы ювару УКО юрта. Ну, тире ставим. Урфу пишем, да. Да, жееп. Идти ходить. Землерасова. Да, мягкая же. Землерасова. Тире, наверное, да? Еще один, да? Я не знаю, по-русски грамматика. Вот. Нам нужно написать. 1922 года работает. Да. 1922 года весны работает. Да. Нет, пишем как словами. С хвостиком. Это у нас числительное, получается, порядковое, то есть не ИК, а ИКНЧ. ИКНЧ. Там еще весна, поэтому ИКНЧ
написать елн с весны, да? Но вот это елн мы сокращаем. Инче. Ел. Не ел. Ял это облак. Ясно, да? Ела. Ну, Яздан, а вот именно этого года с весны. То есть пишем, согласуем с этим годом не Яз, а Яз. И нам нужно не просто Яз, да, а нам нужно поставить это в какой-то падеж, потому что с этого года, да? То есть нет, Яздан это просто Яздан, а именно с весны этого года. То есть Яз это именительный падеж, да? Язан нам. Нет, это Язан нам. Нет, тут употребляется с причастием. То есть шляп, киля. Шляп, киля. Если Эшлима шла, да? Правильно? Ну, это если бы нам надо было перевести, начал работать. А у нас работает с шляп, киля. İnterapli yuvarı buyurdu. J istikali jeneması 1900 Жигерме. Это хвостик. Жигерме ikinci yılı yazından işaretliyor. Вот это вот у нас все правильно. Так. У меня вот картинка, предложение. Вот это очень... Ну это сложно, это так размечаемся. Очень красивый перевод. Знаете, я вот предлагаю, можно вот так? Давай, лучше будет. Главное, чтобы интересно было и познавательно. Так. Допустим, вот Урал уже, да. Урал, да, например? Урал. Вот. Значит, я предлагаю так перевести Урал. Да. Значит, ну, а подтверждение, допустим, вот есть такие выражения, так. Медведь, Урал. Второе, допустим, вот у нас проходит в Екатеринбурге конкурс песен Урал СМВЧ. Вот. Ну, что там еще, допустим, Урта. Татарлар. Да? Татарлар. Арваль газета. Газета, как это даже? Не, я просто как это... Мне понятно, что это самое... Как это в русскоязычном слово проще нам было. То есть, как бы не ежедневно, допустим, перевести, а как вот Урал перевести. Тем более, как бы для русскоязычных нас было проще.
как вариант на рассмотрение. И тогда, соответственно, скажем, вот, допустим, есть в Казани федеральный университет, да? Это у нас Казань, федеральный университет. И, соответственно, Уральский федеральный университет, тогда будет у нас Урал, федераль, Ага. А идея-то в чем? идея, ну, как бы более самопривычно слуху, проще, легче. И так и называли, допустим, неделю Урал такая, допустим, республика еще предполагали после гражданской войны. Урал это вообще у нас, скажем, такой песенный корпус. Урда Татарлар, газетности. Это вот у нас вот такая вот газета есть, вот, Савчий Шахмат. Вот. Это Вот, как бы, же это... есть слова интернационализма, да, которые они везде. Ну, вот, компьютер там, и так далее. Да. А есть неоправданные заимствования. То есть это благодаря ассимиляции, да, татарского народа. То есть высокий духовный интерес мой, например, же не то, что там учить по татарскому языку, то есть если мы будем вот такие русизмы употреблять, да, вот здесь вот цель-то в чем тогда? То есть, Ну, почему? А почему? Это же, если так в Казани применяют такое выражение. в Казани пусть применяют. В Казани не могли отстоять свой татарский язык, что-то там возбухали и не могли его отстоять. Да? Ну, как